Terroristka!
Звучат государственный гимн Российской Федерации и гимн Республики Башкортостан. Представляем организацию сегодняшнего матча. Судьи Башкирской хоккейной лиги. Главные судьи Андрей Камилов, Александр Степучев. Добрый день, уважаемые болельщики. Еще в эфир. Вроде как не вечер, по крайней мере светло, но Башкирская хоккейная лига продолжает свои насыщенные выходные. По ходу репортажа расскажу я, конечно же, о них, но для начала давайте представим коллективы. Вашему вниманию представляется матч, в рамках которого башкирская генерирующая компания, номинально, согласно нашей плашки счета, да, и вообще, как бы, в целом принимает у себя в гостях, получается так, команда Транснефть Урал. Но обычно кто первые хозяева, вторые гости. Поэтому Транснефть будем считать, что в гостях. Хотя, конечно же, Уфа-арена мало, это, наверное, в целом, да, домашняя площадка в Башкирской хоккейной лиге. И здесь гостей, хозяев-то как таковых фактически нет. Коллективы проводят преимущественно на своей встрече именно на этом льду, но изредка радует нас Башкирская хоккейная лига своими играми на арене большой. БГК, те, что справа от нас сейчас оформляют первое взятие ворот. Транснефть играет белым, БГК успевает
забросить быструю шайбу. Давайте посмотрим этот момент на повторе еще раз, если будет у нас таковой. Сыграли небольшое количество времени. Представил, да, БГК справа, слева у нас Транснефть Урал, в светлых майках, соответственно, БГК в темных. Денис Кисимудинов, номер 6, автор взятия ворот. Ну и, наверное же, давайте состав БГК озвучим. Пара вратарей: Дмитрий Подгайный 1, Дмитрий Корнилов 88 номер. Полевые игроки: Денис Кисимудинов, автор взятия ворот. Играет он под номером 6. Опять быструю контратаку убегают игроки башкирской генерирующей компании, но здесь у нас сдвинуты ворота, и, конечно же, рефери вынужден остановить игру. Далее состав БГК: Эдуард Хабиров 7, Андрей Желанов номер 6, Владислав Габдулин 17, Олег Пихенько 20, Наиль Габидулин номер 21, Александр Каров 27, Сергей Вербин 42, Ильдар Мухаммед Гариев 75, Сергей Сломатин 81 и Марат Азнаев играет под номером 86. Тренерский штаб команды: Павел Анатольевич Евтушенко, и также вместе с ним Павел Анатольевич главным тренером, по крайней мере, в заявке так написано, соответственно. Это так. И Вячеслав Валерьевич Сидоров, второй тренер в коллективе БГК. Здесь у нас какое-то неприятное столкновение. Давайте понаблюдаем за ходом развития событий, и все комментарии будем давать уже позже. Так, ну мы все прекрасно видели, да, дорогие друзья, номер 20 Олег Пихенько, прошу прощения, Транснефть, вот игрока у нас помогли, в общем, добраться до скамейки запасных. Не совсем разобрался, честно говоря, что случилось, да, но в любом случае скорейшее выздоровление. Надеемся, что без каких-либо травм все обойдется. И, конечно же, увидим мы этого игрока в составе коллектива в этом матче, продолжающего этот поединок. А мы двигаемся дальше. Команда «Транснефть» совершим составами: Ильдар Султанов, вратарь команды номер 22, Евгений Брындин 60-й, полевые игроки: Антон Пономарев 5-й, Альберт Штунов 7-й, 11-й Фахридинов Айрат, Александр Мирюста играет под номер 16, Сергей Лебедев 17-й, Тимур Тагиров 21-й, Иван Терехин 25-й, Александр Елизарьев номер 29-й, Эдуард Герасим 48-й, Тимур Нуркаев 87-й и замыкает Илшат Галиуллин под номером 89. Тренер команды Сергей Сергеевич Емелин. Чатик нашей трансляции активен, подсказывает нам здесь, что смотрят нас из Москвы. Также Рэм пишет нам: Транснефть Урал чемпионы, БХЛ. Такой комментарий поступает в чат, а мы наблюдаем за ходом этой встречи. Довольно быструю шайбу сумели организовать представители коллектива БГК. Денис Кисимудинов, буквально минуту потребовалось с небольшим, чтобы уже начать забрасывать в этой встрече. И вот, знаете, пока больше каких-то моментов, которые можно было бы выделить, на данный момент мы с вами-то и не видели. Позади у нас 5 минут игрового времени, все только начинается, дорогие друзья. Матч обещает быть захватывающим. Габидулин
проходит защитников, но уже на подходе к вратарю какие-то определенные трудности испытал все-таки. Так, а что здесь рефери? Разглядел нарушение правил за подножку. У нас будет удален игрок. Наиль Габидуллин. А ближайшие 2 минуты проведет в штрафном боксе. А мы переносимся на точку вбрасывания. Так что в зоне БГК остаются они вчетвером. Сейчас у Транснефти хорошая возможность для того, чтобы, ну, как минимум, для начала сравнять счет, наверное, да? Надо с БГК. Ранее предшествовала этому матчу встреча коллективов УФСИН и Уралец. Завершилась она буквально вот перед этой игрой, да, ориентировочно 20-30 минут. Со счетом 3-2 УФСИН обыграл уральцы. И знаете, как бы, ну, интересный матч был, что вот до последнего мгновения не был понятен. Не было понятно, кто в целом одержит победу в этой встрече. УФСИН постоянно были впереди, но вот как-то уже под конец матча сумели забросить 2 шайбы депутаты Госсобрания. И вот казалось бы, что сейчас еще одна, и в теории могли привести встречу в серии послематчевых бросков. Однако нет, в основное время уложились. УФСИН, Уралец, счет 3-2, матч был накануне. Пономарев. Выносит шайбу из своей зоны. Тут же подключаются партнеры. Неплохо. Терехин. У нас шайба осталась слева. Султанов ее передает на партнера. В средней зоне уже разгорается борьба. Лебедев можно бросать с этой позиции, но броска мы с вами так и не увидели. До последнего все-таки надеялся на то, что сблизится с Дмитрием Подгайным и уже как-то в личном противостоянии, так скажем, сумеет его обыграть, однако ж нет. Дальний бросок от синей линии. На месте вратарь у команды Транснефть. Ильдар Султанов с первых минут обороняет раму ворот нефтяников. И здесь у нас очередное нарушение правил. Зоркий рефери все наш видит, ничего не пропускает. Тимур Нуркаев на 2 минуты штрафной боксик направляется. И пока БГК здесь, по-моему, вышел, да, 5-й полевой игрок у БГК, потому что ранее тоже было удаление. Это не совсем здесь видно, но в пятером, да, в пятером играет генерирующая компания. Дурной шайбой на синюю, на Хисамудинов. Хисамудинов обычно впереди играет в коллективе БГК. Здесь вот пока на данный момент замыкает синюю линию. Дальний бросок. Ну, есть, да, у него такой момент, что любит он и в каком-то индивидуальном мастерстве, да, может показать в любой момент какой-то сольный проход красивый, при этом обыграв всю команду и забросить шайбу. Но так же, как и опытный игрок, может порадовать своих болельщиков дальними бросками. Хисамудинов. Соломатин.
чатике я, конечно же, читаю. Вот Рэм Иванович пишет, комментатор трансляции Илья, ученик Озерова. Я понимаю, о ком вы говорите, да, мой коллега Илья Антипин. Так, здесь нам... Слава Юлаев Трактор параллельно смотрят. Да, матч. Я думал, все внимание приковано к игре БГК и Транснефть Урал. Однако нет, организаторы еще и успевают подсматривать за матчем Салават Юлаев Трактор. Я договорю, да, с вашего позволения. Рэм писал, что комментатор Илья, ученик Озерова. Илья Антипин, мой коллега, дорогие друзья. Сегодня комментирует Игорь Неон. Для вас прокомментирует этот матч Андрей Зотов. Да, наверное, нужно было представиться в самом начале, для того, чтобы было сразу понимание и по правилам, наверное, этики эфира так делать лучше, но об этом позже. Пока у нас все внимание на Сергея Соломатина. 81 номер БГК. Повели в этом счете у Транснефти. Я неспроста, да, начал говорить вот о предыдущем матче Уфсин-Уралец. То есть, если, опять же, обратиться к турнирной таблице, да, про которую, кстати, можем и поговорить, то сегодня в БХЛе, как бы, так скажем, не совсем стандартный день, наверное, я бы назвал его так. Ну, допустим, матч Уфсин-Уралец. Уфсин идет на второй строчке, Уралец идет на строчке пятой. Ну, вроде, давайте будем честны, этот матч должен быть предсказуем, да? Но на самом деле напряжение было до последних минут, и вот не совсем понятно было, кто одержит здесь победу. Теперь, конечно же, озвучим положение турнирных дел и коллективов, которые сейчас на льду. Транснефть Урал на первой строчке, 14 игр проведено, 13 из них забрал коллектив Транснефти. Уступили лишь одну. Шайбы забитые и пропущенные 95 против 19, 39 очков в зачете коллектива Транснефть Урал. БГК идет на 4-м месте. Также аналогично 14 игр проведено, 5 из которых удалось, в 5 удалось победить. Забитые и пропущенные шайбы 35 на 44, 16 очков в зачете коллектива БГК. И сейчас мы видим с вами такую картину, что БГК уже с преимуществом 2 шайбы идет. Вот пока, честно говоря, для себя Транснефть узнаю я. Возможно, только-только начинаю входить в вкус игры представители Транснефти, или есть еще и другой интересный факт, что, может быть, почувствовали они себя уже чемпионами регулярки Башкирской хоккейной лиги, и уже как бы играть можно в полсилы. Нет, не такой. Не такие нефтяники. Всегда каждую игру они стараются выкладываться. Неважно, против кого играют, против БГК, РТС или Уфсина. Всегда присутствует борьба у них на матче. И, конечно же, свою игру они еще по ходу этой встречи продемонстрируют. Сергей Лебедев. Бросок неудобный, был неточен, но и заработал нарушение на себе в этой ситуации. Порядка 10 удалений было в предыдущей встрече. Довольно богат был матч на нарушение правил. В этой пока все максимально корректно в плане дисциплины. В плане дисциплины, что здесь говорить-то? В целом, вообще в лиге очень дисциплинированно играют коллективы, да, и иной раз вот кажется, как будто бы сейчас разгорится какой-то такой локальный пожар на льду, да, но нет, очень сдержанно проявляют себя хоккеисты, и даже несмотря на какой-то накал страстей, периодически максимум так пару крепкими словцами могут обменяться игроки.
Но до башкирской национальной борьбы Куреш дело не доходит, благо. Исамудинов вдоль борта. Так, ответка от Транснефти. Здесь у нас Александр Мирустаев выходил на оперативный простор и неплохо смотрелась эта атака. Мы начали говорить о том, что параллельно проходит матч, где Салават Юлаев прибывает в гостях Челябинского трактора. Так вот, дорогие друзья, второй период, 37-я минута, счет в серии 3-2. Счет в этом матче 1-2, и, конечно же, буду держать вас в курсе, как развиваются события там, если вдруг кому интересно, а посмотреть возможности нет. Борьба возле лицевого бортика. Первый период окончен, уважаемые болельщики. Счет 2-0. БГК ведет. Немножко отдохнем, вернемся совсем скоро. Встреча продолжается. Второй период. БГК против Транснефти Урал. 2-0 счет на табло. И на мое удивление, пока нефтяники не могут каких-то предоставить ответных действий. Ну, в том плане, что действия-то, может быть, и предоставляются, но вот реализация на данный момент у нефтяников, конечно же, хромает. БГК пользуется этой возможностью, играет свою игру, демонстрирует нам свой хоккей, как, например, сейчас. Классное оставление Хисамудинова на Сергея Вербина. Вот, с броском Сергей, конечно, не заладился. А в любом случае закрепляется. А в зоне у своих соперников коллектив башкирской генерирующей компании едва-едва не перевозят третью шайбу. Вербин вдоль лицевого борта. Мирустай. Белые берут шайбу под контроль. Пономарев, дальний бросок. Ну, как-то шайба совсем не туда хотелось, нежели того хотел Пономарев. Здесь оперативный простор у Сергея Лебедева. Недолго думая, сразу щелкает он воротом Дмитрия Подгайнова. А в свою очередь вратарь у генерирующей компании. Игровой снаряд фиксирует. Довольно насыщенные, получаются, выходные дни. У нас 6 игр, да, в рамках
БХЛ предусмотрено было, так скажем, на эти выходные. 7 марта Бэск сыграли с уральцем 5-4. Завершилась та игра. Не осталась лига в стороне, и 8 марта, Международный женский день, подарила своим болельщикам, и в частности в рамках 8 марта болельщицам, красивей и интересный матч, в рамках которого играла Транснефть Урал и Баш-АТС. Счет в этой встрече составил 5-0. В первом периоде нефтяники набросали 3, ну а пока здесь сегодня забрасывают только им. Ну уж извините, дорогие друзья, как есть, говорю. Смотрим еще раз этот момент. Так, Жуланов у нас с левого полуборта смещается ближе к центру. Там передача на Габидулина. И 21 номер БГК решает этот момент. Забрасывает третью шайбу. Ракурс за ворот. Но Султанов не справляется. 3-0. К моему удивлению. Номер 20. Номер 21, наверное, Габидулин. Да, все верно. Так, про игру 8 марта я вам рассказал, дорогие друзья. Вчера у нас был матч, в рамках которого играл Бэск и генерирующая компания. Завершился поединок со счетом 3-1 в пользу Бэска по периодам 1-1, 1-0 и 1-0. Также последний безответный со стороны БГК период завершился. Четвертая побывала в воротах Ильдара Султанова. Что-то из разряда невероятного творит у нас БГК сегодня. Судя по всему, вот после того, как вчера уступили они Бэску, да, сегодня как коллектив решил эту ситуацию исправить и в качестве, так скажем, матча, который уступили они Бэску, обыграть сегодня лидера турнирной таблицы Транснефть Урал. Ну а что, классный подарок будет для болельщиков, да, если это действительно будет так. Игрового времени, конечно же, у нас еще предостаточно. И это дубль Дениса Хисамудинова. Еще даже половину матча у нас с вами не сыграно. Довольно результативно он может получиться. 4-0. Уже счет. Рем Иванович пишет нам: Султанов, номер 22, соберись. Но здесь как бы да. Есть, конечно же, вопрос к Ильдару Султанову, да, так со стороны взгляд в качестве нейтрального зрителя. Ну и также есть ряд вопросов к обороне нефтяников сегодня. Ну, ввиду отсутствия голевых моментов, заброшенных шайб, также есть и ряд вопросов по нападению. Пономарева. Казалось бы, поджали к борту, но нет, там до бортика еще было расстояние. 2-2. Выходит Транснефть, и здесь Сергей Лебедев. Будет ли добивание? Вторым темпом атака. Рефери разводит руками, а вот с нашего ракурса казалось, что шайба уже залетела в ворота. Однако нет. А я все читаю чатик, и про моего коллегу Илью Антипина, да, писали, очень Озерова. Да, действительно, Илья такой своеобразный комментатор, специалист своего дела. И в этом плане, конечно же, есть чему поучиться у него.
Вот. Ну, а то, что перепутали, ну что ж, бывает, как я уже говорил, наверное, больше это моя такая небольшая оплошность, в том плане, что не представился я в начале матча. Честно говоря, не очень люблю представляться. Может быть, какой-то факт стеснения или еще что-то присутствует. Ну и как бы нейтральным, получается, остаешься, что никто тебя не знает, и ты никого не знаешь. А так приду на матч, будут все говорить: о, это же тот самый, который комментировал тогда наш матч, где забил Хисамудинов свой хет-трик уже в середине игры. Ну, в общем, вот так вот как-то быть в стороне, оставаться комфортней. Не знают, кто ты, и ты никого не знаешь. Денис Хисамудинов. Третья шайба в личном зачете Дениса в этой встрече. А счет у нас уже приближается, ну, ближе к разгромному, до 5-0. Помимо Хисамудинова. Отличались взятием ворот в составе БГК Сергей Соломатин и Наиль Габидуллин. Так, покажет ли нам все-таки, кто стал обладателем шайбы? И здесь вопрос сейчас, да, стоит ли вернуть шайбу ту в игру? И у нас будет введена новая. Так скажем, сегодня не играна еще. А вот предыдущая это довольно удачливо была для генерирующей компании. Так по-своему согрелась, да, наверное, уже набрала игровой температуры. Азнаев заходит справа. Бросок незамысловатый, Султанов справляется. Каров вдоль борта. Здесь будет от БГК, и не получается бежать у Сергея Лебедева. Ну, не легла шайба на крюк, что ж, бывает. Момент мог бы классный, конечно, рисоваться для Транснефти. 1 на 1, а там уж как повезет. Давайте будем честны, не так много работы сегодня у Дмитрия Подгайнова. Лишь только, ну, в основном, по-моему, я наблюдал только так на острие атаки Лебедева. Ну, по крайней мере, запомнилось больше всего, наверное, да. Но также мы все знаем, что есть мастеровитые игроки в коллективе Транснефти. Пока их, так скажем, менее незаметны. Допустим, Тимур Тагиров, Александр Мирустай. БГК можно бросать Мухаммед Гарееву, что он, собственно, и делает. Султанов на месте. Просили собраться Эльдар Султанова после 5 пропущенных шайб, конечно же. Сделать это сложно, но возможно. Почему бы и нет. Ага, персональные болельщики у нас появились. Екатерина Мирустай. Хотела бы, чтобы Александр Мирустай забросил шайбу. Так, какие-то посторонние предметы у нас на льду. Ну, что-то из серии хоккейной амуниции, да, подвязка какая-то. Клюшку сломали. Пихенкова. И вот эта просьба от Екатерины Мирустай удовлетворяет в полном объеме. Мирустай Александр, ну как же здорово сейчас, да, как будто вот прям по заказу, можно сказать, прочитал сообщение и как-то дополнительно замотивировался. В этом моменте Александр, несмотря на все старания, в том числе и Денис Хисамудинов уже в горизонтальном положении до последнего пытался у Мирустая эту шайбу из цепких лап-то, так скажем, забрать, да, но Александр
был непреклонен в этом моменте. Транснефть оформляет первую шайбу. Заждались уже болельщики. Счет в матче становится 5-1. Так, ну теперь мы, по крайней мере, знаем, да, что талисман команды Транснефть, по крайней мере, в чатике. Что нужно сделать для того, чтобы Транснефть забила еще одну? Просто Екатерине написать несколько сообщений. Давайте понаблюдаем, как будет отвечать БГК. Вот, знаете, 5 шайб. Ну, серьезно настрой у башкирской генерирующей компании. Пока непонятен настрой Транснефти, но в целом уже что-то начинает просматриваться. Забили одну, ворота Подгайнова, а где одна, может быть, там еще и может появиться несколько в теории. Удаление. Рем Иванович размочили, пишет. Иванович, ну да, размочили. Заждались уже болельщики. Практически 2 периода. Без голевых моментов действовал Транснефть. И здесь такой подарок. Эдуард Герасимов, капитан команды Транснефть. Саша, мы хотим, чтобы ты забил 10 голов, пишет Екатерина. Екатерина, я надеюсь, он это сообщение не прочитает, как предыдущее ваше, когда вдохновился вашим посылом. Вот. Но если прочитает вот это, то БГК здесь уже придется нелегко, однозначно. И Самодинов доставляет игровой снаряд. А в зону белых Гали. Это не получается, да, замкнуть сейчас, закрыть синюю линию. Дениска Самодинова, там, конечно, партнер тоже был, но это, можно сказать, что дарили момент сопернику, но по-прежнему контроль шайбы остался за ним. Пихенько. Самодинов налево, есть возможность и простор для броска у Олега Бедулина. А он, к слову, в сегодняшней игре один раз отмечался взятием ворот, поэтому с настроем боевым все в порядке у Владислава Габидулина. Но бросал по низу, контролировал там траекторию полета шайбы Ильдар Султанов. И вроде как бы все довольно-таки предсказуемо было для Ильдара. А вот, несмотря на то, что пропустил 5 Султанов, да, просто так, конечно, здесь не получится забить. Что-то нужно из разряда поинтересней. Шатунов выбрасывает шайбу из своих владений. Соломатин через право. Верный бросок. Снова Сергей шайбой. Самодинов налево. Ой-ой-ой, не достает сейчас Вербин до шайбы, но такой замах был, что, конечно, там бы скорость полета шайбы была очень-очень высокая. Сейчас, можно сказать, Подгайному повезло, что не дотянулся Вербин до игрового снаряда. Сорвалась, в общем, шайба с крюка. Очередная остановка. Остается у нас буквально минута до окончания второго периода. И здесь на всех парах к победе на данный момент мы видим генерирующую компанию. Нефтяники уступают довольно крупно, но
задел, и время, чтобы отыграться, в целом достаточно. Другое дело, смогут ли они это сделать. Тоже отдельная тема для беседы. Диагональный пас на Знаева. Уже за защитой. Защитники взяли плотно под свою опеку. Понял Марат, что нету смысла там вступать в борьбу. Решил, похоже, выждать подключение партнеров, но никого так и не дождался. Снова выход 1 на 1, и взятие ворот засчитано не будет. Сергей Лебедев буквально секунду, да, не хватило сейчас, а так бы уже 5-2 был счет у нас, но однако нет. Отдохнем немного, дорогие друзья. Так, продолжается встреча, третий период стартовал, 5-1 счет на табло, башкирская генерирующая компания на данный момент опережает по счету своего соперника. Рюстай с Лебедевым что-то пытается сконструировать некую атаку, до броска так и дело не дошло, а задумка была в целом-то интересная, да? Екатерина по-прежнему со своим списком желаний в чате нашей трансляции. Ну, давайте посмотрим, насколько желания и пожелания Екатерины будут выполняться. Для тех, возможно, кто только подключился к нашей трансляции, скажу так, что когда Екатерина в прошлый раз написала сообщение, тут же, ну, я не знаю, 10-15 секунд, наверное, буквально, и желание Екатерины было удовлетворено. Пихенько, поправка, Габидулин, Наиль сегодня забивал. Поехал за второй, но пока второй нету. Каров за воротами. Азнаев на пятаке. Синяя линия замыкает Хабиров. Мухаммед Гареев. Так, контратака в исполнении нефтяников. Вот Герасимов на ход себе, да, сейчас интересно, как бы здесь давал. Казалось бы, слева есть партнера, нужно разыграть через левый фланг. Но, однако, сделал передачу себе на ход. Уж слишком мало было расстояние. До вратаря команды БГК. Такое небольшое голевое затишье у нас наблюдается, но позволю напомнить, что Транснефти под конец второго периода едва не хватило секунды. А так по факту здесь сейчас забрасывает очередную шайбу коллектив башкирской генерирующей компании и автор взятия ворот Андрей Жванов.
Посмотрим еще раз момент на повторе с Вербиным. Вдвоем, в принципе, они были, но Султанов не ожидал, да, что будет бросать с этой позиции Андрей. Расстояние было довольно приличное. В свою очередь у Андрея перед глазами нарисовались два защитника. И здесь вариант был либо вступить в борьбу. Вариантов было немного. Либо вступить с двумя защитниками в борьбу, что в целом, ну, по численному преимуществу они его превосходят, да. Либо вот сделать бросок из-под защитников. Ну, как мы видим, опытные действия Андрея позволили забросить БГК шестую. А, как выясняется, Султанов-то и такого расклада не ожидал. Оставление от Мирюстая на Тимура Тагирова. Герасимов поборолся. По-моему, с Вербиным. Шайба была не у них, но так за позицию на льду небольшая борьба была. Так, предыдущие матчи коллективов я вам озвучил, турнирную таблицу мы с вами поговорили. А что у нас там Слава Тюлаев Трактор, кстати. Так, 42-я минута, третий период, счет равный 2-2 на данный момент. И напомню, что это шестой матч плей-офф, 1/8 финала. Третий период, 42-я минута, 2-2, счет по сериям 3-2 в пользу Трактора. Лебедев. А добивание сейчас не позволил игрокам БГК обыграть в очередной раз Эльдара Султанова. Шайба по-прежнему у темных. Так, а вот здесь может быть что-то интересное. Лебедев бросает, и мы помним, как под занавес второго периода Сергей Лебедев примерно в подобном формате, да, забросил шайбу. Единственное, что буквально не хватило секунды, конечно же, тот гол был уже забит после сирены. Ну как же ловко здесь он обыграл Эльдара Мухаммедгареева. И мы видим, еще накатывался туда Александр Мирюстай. То есть там, ну, в любом случае, да, даже если бы Подгайный отразил этот бросок, то на добивании Мирюстай тоже массу неудобств мог бы доставить Дмитрию Подгайному. Ну, в общем, как ни крути, со всех сторон ситуация была не в пользу БГК. И с большой долей вероятности, даже если по каким причинам Лебедев бы не забросил, то там дальше развитие событий было бы также неблагоприятное для Подгайна. 6-2 счет в матче. Самудинов прокатывается за воротами, практически как у себя дома. Дальний бросок Хабирова, но не точно. Третий матч сегодняшнего игрового дня в 19:00 встретится Баш РТС. Играют они против Беска. Итого сегодняшний выходной день очередной свой дарит целых 3 матча Башкирской хоккейной лиги своим зрителям.
Ой, как здорово, да, сейчас Андрей Желанов действовал. Но, по-моему, толчок, да, уже был, насколько я разглядел. Там давайте еще раз посмотрим. То есть, да, уступает в легкую дискуссию как раз здесь Александр Мирустай, да. И подсказывают, что после свистка-то не надо все-таки толкать соперников. И более того, еще там Марат Азнаев прям сверху наварился на Эльдара Султанова. И ничему хорошему это не приведет, во-первых. Есть вероятность накалить обстановку на льду. Во-вторых, наверное, Султанову тоже не больно-то приятно было, что кто-то сверху оказался на нем. Ориентировочно 7,5 минут остается играть в третьем периоде. Плюс 4 ведет БГК. Счет в целом 6-2. Пока, честно, знаете, хотел сказать, ничего не понятно было до этого момента. Сергей Вербин, номер 42, автор взятия ворот. Сегодня он еще не отличался в составе БГК, но в целом создавал довольно много моментов Сергей. И вот, как показывает практика, чем больше таких моментов создается, тем больше шайб-то и забрасывается. Хабиров закрывал здесь обзор, и вот, несмотря на то, что там и своевременно вроде как Хабирова оттуда убрали, но получилось так, что свой же игрок закрыл обзор Султанова. 7-2. 5 шайб. Транснефть Урал за 16 минут. Так, играть осталось 6 минут, 15 секунд. Примерно вот так вот. Надо держать вас в курсе. За 6 минут 5 шайб. Ну, что-то из разряда Unreal, просто нереального. Слава Юлаев, трактор по-прежнему 2-2, 47-я минута матча проходит там. Шатунов бросал, ну, как-то не очень точно, да? Где-то в направлении распределительного щитка полетела в итоге шайба. Герасимов на точке вбрасывания от нефтяников. Азнаев. Вы знаете, сегодня может такой своеобразный исторический момент, да, произойти. Все дело в том, что Транснефть Урал лишь единственный раз проиграла по ходу сезона БХЛ, и то фактически было уже в серии после матчевых бросков. Поэтому сегодня своеобразную точку в истории может поставить коллектив БГК, вписаться в историю, так скажем, Транснефти, обыграв этот коллектив в основное время. И если, конечно же, это произойдет. 4 минуты и 5 шайб. Это меньше минуты на каждую. Пока, вот, ну, я просто объективно говорю, да, не вижу такого настроя у нефтяников.
Да, моменты создаются. Мирустай, Лебедев в основном на острие атак. Включается Тагиров. Герасимов заметно. Но как-то в целом ряд этих действий он пока не может переломить. Вот смотрите, какая передача. И здесь уже, не знаю, Сергей Соломатин практически в упор, да, бросал сейчас Султанову. А если бы какие-то фирменную обводочку бы нам, допустим, продемонстрировал игрок команды БГК, то там уже непонятно было. Как развивалась ситуация. Так вот, БГК может внести свою лепту в истории Транснефти и в целом Лиги БХЛ, обыграв лидера турнирной таблицы без учета сегодняшнего игрового дня. У нас Транснефть возглавляет турнирку. Но вы все сами слышали, дорогие друзья, да, как же все-таки зрители и болельщики поддерживают коллектив нефтяников. Тимур Тагиров сейчас выходил практически 1 на 1, но там опекал его игрок команды БГК, но тем не менее в эту трудную минуту Тагирова решили поддержать с овациями и криками: «Давай, Тимур!» Но даже это не помогло Тагирову. Терехин. Последние 2 минуты третьего периода. 2 минуты остается до окончания этого матча. Я думаю, в теории, возможно, никто не будет против, если мы потихонечку начнем поздравлять коллектив БГК с победой. Да, 1,5 минуты, но 5 шайб, не знаю. Наверное, это невозможно сегодня для Транснефти. 1-2 в теории, да, я бы поверил, но 5, дорогие друзья, за такой короткий промежуток времени, это нереально. Не знаю, что сегодня произошло у Транснефти, вот, с каким настроем они выходили на эту игру. Но в любом случае результат мы видим сами. Мируштай, Александр, вертикальный пас на Лебедева. Лебедеву бежать удается. Жуланов. Лебедев. 30 секунд. Как минимум. Одно еще нарисовать можно. Здесь подключается Альберт Штунов. Ну, Подгайный браво эту атаку нивелирует. — 15 секунд остается до окончания матча. Довольно с крупным счетом сегодня проигрывает команда Транснефть Урал. А лидер турнирной таблицы уступает коллективу, который находится на 4-м месте. Матч окончен, дорогие друзья. Поздравляем с победой БГК. Транснефть. Что-то нужно, возможно, сделать какие-то выводы после этой встречи. Матч завершен. С вашего позволения, разрешите откланяться. До новых встреч на хоккее, дорогие друзья. Салават Юлаев, Трактор, по-прежнему счет 2-2, 50-я минута матча. Всем пока.
первого чемпионата Башкирской хоккейной лиги объявляется команда «Транснефть Урал». Команда награждается кубком.